Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Поступили в продажу авиабилеты на рейсы из Ашхабада в Лондон. Сердар Бердымухамедов посетит Таджикистан с официальным визитом. Туркменистан объявил результаты выборов в парламент и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетит Таджикистан с официальным визитом 10-11 апреля. В рамках визита глава государства проведет переговоры со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном, в ходе которых будут обсуждены перспективы сотрудничества двух стран в различных сферах. В преддверии визита в Душанбе пройдет первое заседание делового совета Таджикистана и Туркменистана, а также бизнес-форум предпринимателей двух стран. ЦИК Туркменистана подвел окончательные итоги всенародных выборов депутатов Меджлиса, членов вилаятских, этрапских и городских халк-маслахаты и генгешей. Согласно сведениям на основании протоколов столичных и вилаятских избиркомов, всего по стране избрано 125 депутатов Меджлиса Туркменистана нового созыва, 240 членов вилаятских и 960 этрапских и городских халк-маслахаты и 5897 членов генгешей. На официальном сайте туркменских авиалиний открылась продажа авиабилетов из Ашхабада в Лондон. На сайте можно приобрести билеты только на рейсы по направлению Ашхабад-Лондон. Ближайший доступный день вылета – 5 апреля. Билет стоит от 8706 манатов. Авиабилеты можно приобрести онлайн с помощью банковских карт «Алтынасыр». В Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтум Кули прошла премьера спектакля «Суперсвекровь» по пьесе узбекского драматурга. Режиссер музыкального спектакля, заслуженный артист Туркменистана Нуры Худайкулиев, роли свекрови исполняют заслуженные артистки Туркменистана Айсултан Ковусова и Нарджан Бердыева. Спектакль с ярким узбекским колоритом можно посмотреть 2 апреля в 19:00. В Туркменском государственном архитектурно-строительном институте откроют факультет гражданской обороны. Прием студентов на факультет начнется с нового учебного года. Вместе с обычной версией смартфона Redmi Note 12 Turbo компания Xiaomi представила и вариант под названием Harry Potter Edition, который определенно понравится поклонникам Поттерианы. Для покупателей специального издания в коробке имеется волшебная палочка, мантия волшебника, шарфы и флаги различных факультетов школы Хогвартс, а также сувениры, посвященные вселенной. Кроме того, Redmi изменила блок камеры таким образом, чтобы он напоминал очки Гарри Поттера. Международный мобильный роуминг между Россией, Казахстаном, Киргизстаном и Арменией, входящими в Евразийский экономический союз, в скором времени может быть отменен. Сотовые операторы этих стран должны будут ввести новые тарифы на услуги связи в рамках Евразийского экономического союза уже к первому кварталу 2025 года. С 13 по 15 апреля в Минске пройдет самая крупная туристическая выставка Беларуси «Отдых-2023». Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на белорусском рынке. Участники и посетители выставки получат возможность встретиться с представителями мировых туристических ассоциаций, регуляторами отрасли, найти новых клиентов и партнеров, а также узнать о трендах индустрии на мероприятиях деловой программы. Рефери ФИФА из Туркменистана обслужил матчи Кубка Азии 2023 по пляжному футболу в Таиланде. Тимур Кульмурадов рассудил в общей сложности 9 матчей. Победителем турнира стала сборная Ирана, одолевшая в финале Японию. В качестве судьи 28-летний туркменский рефери отработал на матче за 3-е место между сборными Омана и ОАЭ, на полуфинальной встрече сборных Ирана и Омана, на игре 1/4 финала между Таиландом и ОАЭ, а также на матчах групповой стадии. Футбольный клуб «Нефчи» опубликовал свою заявку на сезон киргизской премьер-лиги. В составе кочкуратинской команды под 11-м номером выступает туркменский футболист Мурат Якшиев. Напомним, 31-летний Якшиев пополнил состав «Нефчи» на правах свободного агента в марте этого года. Его последним клубом был ашхабадский «Алтынасыр». Контракт Якшиева с «Нефчи» рассчитан на 1 сезон. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.